Американский конгресс и Организация народов, находящихся под угрозой исчезновения со штаб-квартиры в Германии, выступили с заявлением 27 января, в котором попросили генерального директора Volkswagen Оливера Блума закрыть завод в Урумчи и разорвать связи с принудительным наймом уйгурских рабочих. Заявление было сделано в критический момент, когда Оливер Блум должен был посетить Китай на этой неделе. В заявлении говорилось, что Оливер Блум был вынужден говорить об обязательном найме уйгуров в цепочке поставок Volkswagen, поскольку независимые аудиторские фирмы вряд ли проведут расследование в этом районе. Из-за действий Китая по ассимиляции и геноциду в Восточном Туркестане уйгуры, проживающие в разных странах мира, живут в трудных условиях. В частности, систематически поднимаются вопросы уйгурских турок, которым грозит опасность репатриации некоторыми странами в Китай. Стало известно, что уйгурская народная пара, проживающая в Республике Мальта, столкнулась с этой опасностью. Мальтийский фонд Aditus и испанская правозащитная организация Safeguard Defenders подали в Европейский суд по правам человека иск против турок-уйгуров. С другой стороны, было заявлено, что апелляция правозащитных организаций об экстрадиции уйгурской турецкой пары в Китай была отклонена правительством Мальты. Турки-уйгуры обратились к правительству Мальты с просьбой разрешить им жить в стране, либо отправить в третью страну. Стало известно, что уйгурская тюркская пара в настоящее время содержится в центре репатриации мигрантов Софи, расположенном в южном регионе Мальты. Тихоокеанское островное государство Фиджи сообщило о прекращении программы сотрудничества в области безопасности с Китаем, которая включает обучение и временное назначение полицейских. Шаги Китая в последние годы по укреплению связей с островными государствами Тихого океана в области безопасности и защиты интерпретируются странами, имеющими влияние в регионе, такими как Австралия и Новая Зеландия, а также некоторыми островными правительствами, как попытка Пекина усилить свое влияние. Китай отреагировал на решение администрации Вашингтона продлить срок действия циркуляра о запрете принудительной депортации граждан Гонконга, ищущих убежище в США. Президент США Джо Байден своим вчерашним решением продлил срок действия циркуляра на 24 месяца, в соответствии с которым гонконгцам, проживающим в США, не применяется принудительная депортация. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан объявил в своем письменном заявлении о подписании соглашения административного регулирования между США и ЕС, целью которого является объединение экспертов с обеих сторон для проведения дальнейших исследований в области искусственного интеллекта, вычислительной техники и технологий защиты конфиденциальности. В этом контексте Салливан сообщил, что исследования, необходимые для использования искусственного интеллекта, будут поддерживаться в областях прогнозирования погоды и климата, методов реагирования на ЧС, улучшения в области здравоохранения и медицины, оптимизации электросетевого и сельского хозяйства.